Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Во всех славянских странах 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры. Этот праздник связан с именами Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую письменность и перевели с греческого языка богослужебные книги. Как отмечают праздник будущие филологи Северо-Восточного федерального университета, расскажет гостья студии Анна Шкатуляк, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета СВФУ. Анна Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Спасибо. У вас с праздником. Спасибо. Бывшего филолога. Конечно, но мне кажется, бывших филологов не бывает. Это точно. Но учитывая, что Кирилл и Мефодий православные святые, в какой-то момент же праздник этот перестал носить только церковный характер, верно? Надо сказать, что с этим праздником вообще очень много, скажем так, неточностей, каких-то домыслов, которые еще и популяризируют интернет, который популяризирует интернет. Ну, например, все же мы знаем, что азбука, созданная Кириллом и Мефодием, называется кириллицей, а на самом деле это создали не глаголицу, да, а кириллицу создали их ученики. Вот, наверное, такая вот чехарда небольшая происходит и с праздником и поныне. Действительно, традиции чествовать первоапостольных Кирилла и Мефодия, она встречается в памятниках, болгарских памятниках, памятниках X-XI веков. Хотя святыми признаны были Кирилл и Мефодий в конце IX века. Надо сказать, что в Россию этот праздник пришел не сразу, и он как-то вот пришел сразу же и церковным, и светским праздником. Это произошло в 1863 году, то есть уже приличное количество лет тому назад, 150 лет тому назад. И в этот день стали праздновать и церковью, и государством, но когда наступило годы советской власти, этот праздник, к сожалению, был забыт. И был он восстановлен только уже буквально на излете советской власти в 1986 году. И через 5 лет этот праздник стал государственным праздником. Вот такая история. Да, слушайте, что-то подзабылось за годы после выпуска из университета. Вот. А есть определенно какая-то связь между письменностью и культурой, потому что между языком и культурой связь точно присутствует. Вот как конечно, безусловно, есть, потому что вообще письменность, единая письменность – это один из признаков нации и национального языка. Поэтому если народ, нация ощущает себя единым, у него, безусловно, должна быть одна единая, одинаковая письменность на всей территории государства. Поэтому, конечно, связь, безусловно, между письменностью и культурой, она есть. И все-таки культуру мы воспринимаем через язык. И поэтому усваиваем в основном через язык, и поэтому, конечно, связь, она, не то что очевидна, она впитывается вот через тексты, которыми мы знакомимся. И причем разными текстами, и научными, и художественными, даже с разговорной речью то же самое. А некоторые славянские народы, кстати, используют не кириллицу, а латиницу. Когда произошло такое замещение? Вот я, наверное, точно даты не скажу, потому что все-таки здесь надо быть специалистом в области развития христианства. Но совершенно верно, Кирилл и Мефодий, они создали азбуку для всех славян. И они, конечно, основывались на языке южных славян, потому что они жили в Салониках, современных Салониках, да, и в этом городе очень много было выходцев из южных территорий, заселенных славянами, современные болгары, скажем так, да. И, собственно говоря, азбука впервые появилась, славянская азбука была впервые озвучена, скажем так, да, во время богослужения в Моравии. Моравия – это современная Чехия. Мы с вами знаем, что христианство имеет две ветви, это католицизм и православие. И, конечно, политические, и не только политические, наверное, события повлияли на то, что часть славян, они перестали пользоваться кириллицей, потому что они приняли католицизм и стали пользоваться латиницей. Таким образом они нажили себе некоторые проблемы. Почему? Потому что Кирилл и Мефодий, мы говорили, что они создали глаголицу, но они открыли самое главное. Они проанализировали фонетическую систему славянских языков и создали буквы, которые вот как раз эту фонетическую систему прекрасно отражают.
А те народы, которые стали пользоваться латиницей, они стали испытывать, например, передачу таких звуков, как шипящие. И шипящие звуки — это звуки ш, ж, ч, ц. Ц — это, он не шипящий, он африката, но он обычно относится к шипящим звукам. И для того, чтобы передать вот этот вот специфичный звук, пользовались, во-первых, используются две буквы, да еще и специальными надстрочечными знаками. Это вот, например, если мы в польский язык посмотрим, то как раз там этих значков будет очень много. Ну да, кстати, если посмотреть, где что-то написано на польском, это вызывает затруднение для того, Конечно. чтобы прочесть. То есть с болгарским вы воспользуетесь гораздо проще, скажем, знакомые слова увидите. Конечно. У меня такой вопрос. Все-таки культура речи — это понятие тоже входит в изучение языка и филологии. А вот можем ли мы поставить знак равно между человеком безграмотным и бескультурным? Ну, это все-таки не совсем так, да, потому что человек может быть культурным, но культура может быть другая. Культура, например, может быть народная. И тогда человек будет безграмотным с точки зрения литературного языка, но с точки зрения своего диалекта он будет вполне даже и грамотным, и образованным. Поэтому абсолютный знак равенства поставить нельзя. Это связано с так называемыми внутринациональными речевыми культурами, о которых говорил Никита Ильич Толстой. И продолжил развивать вот эту тему о внутринациональных типах речевых культур Ольга Борисовна Сиротинина, это Саратовский государственный университет. Я просто там училась у нее, писала у нее диссертацию, поэтому я хорошо это знаю. Здорово. Давайте вернемся к алфавиту. Какая самая популярная буква в алфавите, созданная Кириллом и Мефодием? Вот данные интернета, я надеюсь, что им можно верить в этом случае, говорят, что самая популярная буква, вот вы, если я вас спрошу, Надежда, что вы мне скажете, какая это буква будет? Я бы сказала гласная, А. Конечно, гласная, но вот почему-то интернет утверждает, что О. И говорит, и примеры приводит, например, такое слово, как обороноспособность, где это гласное О встречается, по-моему, чуть ли не 7 раз. Ну, мы говорим, конечно, о буквах, не о звуках. Звуки реже. А какая самая редкая? Вот если мы опять-таки говорим о буквах, то мы, конечно, сразу вспоминается нам буква, так называемый твердый знак. Но употребление этой буквы, оно вообще как бы очень ограничено. Мы его встречаем только после приставок, которые заканчиваются на согласных. Я сейчас немножко напомню правила русского письма, да? И если следующее слово начинается на буквы Е, Ё, Ю, Я, и вот в некоторых иностранных словах, нет, не в некоторых иностранных, после иностранных приставок тоже. Например, в слове «адъютант», хотя мы приставку «ад», явно русский язык и русскоязычный человек мало воспринимает сочетание «ад» как приставку. Да. И, кстати, там «д» будет смягченное, невзирая, да, на твердый знак? Не, адъютант, нет, твердо, адъютант, да. Да, вот если говорить вообще о буквах и о том, насколько они там часто встречаются, редко встречаются, сразу возникает проблема с буквой «ё», да, это самая молодая буква русского алфавита, продвижение которой занимался Карамзин, как известно, да. А Карамзин, кстати, не только занимался продвижением буквы «ё», он еще занимался продвижением такого знака препинания, как тире. Да, а еще вот что касается букв, вот мы часто говорим про букву «ё», какая она такая многострадальная, да, есть еще же буква «и» краткая. Кстати, для буква «и» краткая, вот так официально, как отдельная буква, появилась в словаре только после реформы 1917-1918 годов. А до этого официально в алфавите буквы «и» краткой не было. Йод был. И йота тоже не был. Йод — это звук, и фонема, звук, но это не буква. Вот именно буква «и» с такой надстрочечной значком, шапочкой сверху. Вы принимаете у нас участие в программе «Утро Якутия» в рубрике «Давайте говорить правильно». Вот какие ошибки в речи якутян становятся самой популярной темой? Ну, надо сказать, что поскольку рубрика уже идет не первый год, и постепенно мы с этими ошибками, которые часто встречаются, мы как-то немножко разбираемся.
Но вот наблюдения за речью, они, конечно, все равно дают новый материал, безусловно, да. Например, даже мне мои соседи подсказывают некоторые вопросы, например, спрашивают, а как, например, писать предлог в связи? И вообще это предлог, что ли? Оказывается, предлог благодаря это предлог? Я говорю, да, это предлог. А вот в связи это тоже предлог, и в связи это тоже может быть предлогом, а может быть и не быть предлогом. Вот как он пишется, об этом я поговорю в следующем выпуске. Давайте говорить правильно. Хорошо. Ну, наверняка ко Дню славянской письменности в университете, на факультете проводятся какие-то мероприятия. Конечно, конечно. Уже несколько лет факультет проводит олимпиаду, которая называется «Северное сияние». Это олимпиада для школьников, республики и не только республики, для всех школьников до 8, с 5, извините, до 8 класса. И эта олимпиада не только о русском языке, она скорее о русской словесности, то есть и о литературе, и о русском языке, и даже о культуре, о русской национальной культуре. Конечно, традиционно мероприятия бывают не только такие образовательные, как Олимпиада, и еще, конечно, бывают мероприятия научного характера. Это конференция «Гуманитарные науки в пространстве современной коммуникации». Вот сразу не выговорю название. И вот в этом году в рамках этой конференции был проведен круглый стол, который был посвящен проблемам топонимики. С топонимикой тоже очень много вопросов возникает, опять-таки, которые связаны с той самой азбукой, да, потому что, опять-таки, мы вернемся, если к истории, то в 20-х годах, когда все жили в ожидании мировой революции, да, всех переводили на латиницу, потому что, ну, зачем два алфавита сразу учить, лучше выучим один и будем вот по миру пользоваться только латиницей. Но в 30-е годы все это свернулось, потому что поняли, что до мировой революции нам пока еще далековато. И пошел обратный процесс, когда национальные языки стали переводиться на кириллицу. Вот то же самое произошло, например, с якутским языком. А мы с вами знаем, что в топонимике много якутских названий, в топонимике республики, конечно, да. Я говорю, очень много якутских названий. И вот когда происходит, скажем так, перенос якутского названия на русский, не на русский, на кириллический алфавит, но могут возникнуть, я не могу сказать потери, да, но могут возникнуть какие-то неточности. И о том, какие это неточности, как их устранить, вот как раз об этом в том числе говорили и на круглом столе, посвященном топонимике нашей республики. И, конечно, это не только вот те мероприятия, которые я назвала, на самом деле их много, целая декада есть, посвященная русскому языку. И эту декаду филологический факультет проводит, ну, скажем так, не то что совместно, а вместе с Домом культуры. Я забыла, как точно название, Кулаковского. Дом дружбы народов. Дом дружбы народов. Спасибо за подсказку. Вам большое спасибо, что нашли для нас время и пришли к нам в студию. Кстати, поздравляю с наступающим Днем филолога, который будем отмечать завтра. Да, спасибо большое. Вас тоже с наступающим Днем филолога. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.